Кыргызстан, расположенный в самом сердце Центральной Азии, за последние 3 десятилетия прошел значительный путь в области развития. Программа развития ООН, открыв офис в 1993 году, шла рука об руку с народом Кыргызстана и правительством, преодолевая вызовы и сложности и делясь своей международной экспертизой и знаниями для поддержки экономических и демократических реформ. It is a great pleasure to join this landmark occasion as we celebrate 30 years of successful cooperation between the Kyrgyz Republic and the United Nations Development Programme. Together, we have realized a wide range of tangible results benefiting communities across the country. UNDP is working closely with Kyrgyzstan to roll out much-needed solutions that are helping to tackle the underlying causes of poverty and inequalities. That includes supporting startup businesses, helping to increase employment opportunities for young women and men in rural areas. We're also working to boost the tourism industry, opening up new jobs and livelihoods. Приглашаем вас на просмотр фильма, где мы поделились опытом и историями людей, с которыми мы прошли этот путь. Сейчас ни хлебом, ни какими-либо другими товарами нас не удивишь. Прилавки ломятся от изобилия и никаких очередей. Я помню, в 90-е, в первые годы независимости Кыргызстана, все было совсем иначе. После развала Советского Союза независимая республика пыталась найти свой путь. Но этот поиск сопровождался развалом предприятий, массовой безработицей и бедностью. Каждый, кто застал это время, вероятно, помнит огромные очереди за хлебом, который невозможно было купить. Его выдавали по талонам. В этот период очень своевременной оказалась поддержка партнеров по развитию, ключевую роль среди которых сыграла ПРООН. Первым этапом сотрудничества была помощь в осуществлении сложного перехода к крайне неизвестной рыночной экономике. When I first came here, December 92, there was almost nothing available in the markets or in the shops because all the supply routes were disturbed. And to revive them, to reactivate them, was not going to be that easy. This is why I think there was a bit of a shock of transition. Сокращение бедности при переходе к рыночной экономике является многоплановой задачей. Это требует совершенно новых навыков и компетенций, а также создания рыночных институтов там, где их нет, и поиска новых способов проведения экономической деятельности. Плановой экономики больше не существовало, а роль государственного сектора в экономике сокращалась. Между тем, людям нужны были новые мощности и финансовые ресурсы для открытия собственного бизнеса. Акча чогултуп, биринчи 1 сомдон чогулттук, кийин 3 сомдон омалды акча эле кыйынчылыкта эле, анан 2003-жылга барганда 27 000 фондко акча чогулттур да. Анан кийин ПРООН тарабынан 20 000ден ашык фондунда акчасы барлар бизге грантка заявка берсе болот дегенден, анан биз жакырчылык сой программасына ПРООНдун заявка бердик. Биз буну максатыбыз айылдын жакыр үй бүлөлөрүнүн тартып, аз-аздан кредитти берип, мисалы үчүн башында 5 000ден берип аттык, 3 000ден берип аттык. Ошо малда 1ден 2ден торпок гана алышчу эле, торпок кой, ошентип алып элдер кыйла турмуштарын оңдоп алышты да. ПРООНдун жакшы жери биз аябай көп окуттук элдерди. Анан ага чейин кредит деген нерсе карызга батырып койгон эле нерсе экен деп ойлошкон да. На всех этапах развития Кыргызстана ПРООН всегда была надежным партнером по развитию, поддерживая проявление лидерства среди национальных заинтересованных сторон и участие людей в принятии решений. Направление помощи всегда соответствовало духу и вызовам времени, через которые проходила страна, включая поддержку в преодолении кризисов, в укреплении мира и стабильности. Революции 2005-2010 годов продемонстрировали, что граждане требуют стабильных подотчетных государственных институтов. Меняются правительства, это меняются люди, это даже как-то деформируются какие-то институты. Но все-таки программа развития ООН была с нами на всех поворотах вот этого сложного нашего пути в мировой процесс. ООН и ПРООН немедленно оказали помощь новому правительству, когда оно боролось с кризисами в различных направлениях, будь то гуманитарная, организационная или консультативная поддержка.
В ответ на трагические события 2010 года ПРООН реализовала комплекс важных на тот момент антикризисных мер по стабилизации ситуации в стране. Когда у нас случилась беда, и когда на юге были сожжены много домов всех наших граждан, и тогда ПРООН тоже играл большую роль. Важным направлением работы ПРООН было миростроительство, и этот процесс происходил на нескольких уровнях. Более 10 тысяч человек разного этнического происхождения были задействованы по всей стране в программе временного трудоустройства, которая помогла восстановить инфраструктуру в крупных городах – в Бишкеке, Аше и Джалалабаде. Это был конфликт такой национальный, серьезный. И условия всех доноров, которые сюда приезжали, ставили условия, что 50% состава национального должны быть половина узбеки, половина кыргызы. Ну и там другие национальности. А на местах не хотели работать. Узбеки не хотели с кыргызами, кыргызы не хотели с узбеками. День, два, три ушло на работу с ними, а там были сгоревшие села, там были женщины, которые вообще никаким образом погибли, мужья, никаким образом поддержка не оказывалась. Те проекты, которые были осуществлены в этот период и которые продолжают осуществляться и сейчас вместе с фондом ООН по миростроительству, вместе с целым рядом доноров, донорских организаций, партнеров национальных и правительственных, и неправительственных. Это один из краеугольных таких интересных, важных направлений в деятельности Организации Объединенных Наций, которые и дальше будут продолжать развиваться. Цели в области устойчивого развития говорят нам о том, что для устойчивого развития странам необходимо способствовать созданию мирных и инклюзивных обществ с доступом к правосудию для всех и опирающихся на эффективные, подотчетные инклюзивные институты также на всех уровнях. Две главные проблемы, которые существовали в выборном процессе, это фальсификации числа участвующих в выборах и фальсификации итогов голосования. Для того, чтобы обеспечить достоверность числа участвующих, была внедрена биометрическая регистрация и идентификация избирателей. И второе – это внедрение автоматического подсчета бюллетеней, голосов избирателей в бюллетенях, для того, чтобы иметь ориентиры и иметь прозрачность подсчета итогов голосования. В 2015 году впервые эти технологии были применены, и впервые в 2015 году утро после выборов у нас было мирным. А поддержка ПРООН избирательных процессов также привела к тому, что организация поддержала другие государственные учреждения во внедрении жизненно важных цифровых технологий. Позволил создать и ускорить процесс создания всех информационных ресурсов и систем электронного правительства в нашей стране, которые положительно отразились на качестве предоставления государственных услуг, то есть это развитие системы обслуживания населения, это внедрение электронных технологий, это построение всех основных государственных информационных ресурсов, как государственный регистр населения. В истинной демократической системе все группы граждан должны участвовать в выборах и баллотироваться в выборах. Одной из ключевых целей в этом процессе является расширение доступа женщин к избирательному и политическому участию в стране. Знаковым достижением в этом направлении является принятие закона о гендерной квоте на выборах от местных органов в отдаленных селах до Джугурку-Кенеша Кыргызской республики. От мужчин-коллег, депутатов мы слышали часто, что женщина слабая, она наберет, например, 100 голосов, и все равно по квоте пройдет, а мужчина набирает 5000 голосов, и он не проходит. Но на самом деле ситуация показала, что на самом деле абсолютно не так. По итогам результатов во всех селах, в местных кенешах Кыргызстана было очень много женщин. Например, если в местном Кенеше была одна женщина или 3 женщины, после этого закона их стало, например, 15, 7, 10. В этой части ПРООН, сотрудничество с ПРООН очень дает хорошие плоды, потому что экспертная поддержка – это очень большая часть законопроекта, чтобы закон заработал хорошо и юридически он был правильным. Этот закон помог поверить женщинам в себя, и женщины набирали очень много голосов. И
Не только они поверили, но и односельчане тоже верили. И получилось, что сейчас эти женщины работают, замечательные лидеры, которые занимаются водой, школой, здравоохранением, на местах помогают людям. ПРООН также сыграла важную роль в расширении доступа к правосудию для уязвимых слоев населения. В конце 2016 года в Джугурку-Кенешем был принят закон о гарантированной государством юридической помощи, и при Министерстве юстиции была создана система государственной юридической помощи. В результате в стране создано более 30 центров бесплатной юридической помощи, предоставляющих юридическую помощь и консультации. В Кыргызстане, что касается конкретно доступа к правосудию и доступа к бесплатной, то есть гарантированной государственной юридической помощи, одна из наилучших систем, потому что отдельный закон есть и доступ к бесплатной юридической помощи именно по гражданским, по уголовным и по административным делам. Да, это очень круто, потому что во многих государствах есть только по уголовным делам доступ к правосудию. Да? И я бы хотела сказать, что за наверное, 6 или 7 лет работы именно проекта ПРООН по доступу к правосудию было очень много сделано. Кыргызстан – страна, подверженная как природным, так и техногенным катастрофам и угрозам, которые приводят как к гибели людей, так и к значительному экономическому ущербу. Программа развития ООН именно с 2008 года начала осуществлять очень серьезные, большие проекты на страновом уровне, и в частности поддержки вопроса управления риском бедствий, снижения риска бедствий. Вот. Серьезную поддержку они оказали в рамках программы проектов в усилении потенциала Министерства чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских служб, пожарно-спасательных служб, не только скажем так, в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, но и в техническом потенциале. Начиная с 2005 года правительство обратилось за поддержкой в разработке национальной политики по снижению риска бедствий. Для того, чтобы справиться с последствиями изменения климата, страны должны развивать свой адаптивный потенциал, что означает реализацию планов по снижению уязвимости в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, водоснабжение и энергетика. И важно сохранить тренд, чтобы Кыргызстан продолжал идти по пути зеленого развития, выбирая технологии, которые не способствуют увеличению выбросов парниковых газов. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан 2030 жылга парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартуу максатын коюп жатабыз. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Работая в тесном сотрудничестве со многими государственными учреждениями, академическими институтами и другими партнерами по развитию, ПРООН оказала поддержку правительству в разработке углеродного бюджета, названного «Национальный определенный вклад», и поддержка долгосрочного планирования для зеленого перехода и развития с учетом климатических рисков. Kyrgyzstan and UNDP are exploring new development frontiers to also get ahead of emerging challenges. That includes working to shape a digital parliament and supporting businesses to adopt new technologies. We are also assisting with Kyrgyzstan's integrated national financing framework, which is helping to drive finance towards the Paris Agreement and investments in the Sustainable Development Goals. Indeed, the country is a beacon for groundbreaking ways to advance the SDGs. For instance, Kyrgyzstan has linked tax incentives worth around 5% of its GDP to Sustainable Development targets, and again, we were proud to support this work. We're also assisting in the design of a revolutionary debt for nature swap. Notably, Kyrgyzstan is leading efforts to promote international collaboration on biodiversity protection too. UNDP is proud to support the emergence of new tools for transboundary cooperation, including innovative ways to protect snow leopards and their habitats. That includes action against the illegal wildlife trade and conservation efforts with the support of the Global Environment Facility. Сегодня поддержка креативных индустрий является одним из приоритетов правительства Кыргызстана в усилиях по развитию человеческого капитала, а также удержание лучших кадров внутри страны.
Абсолютно идет понимание между руководством страны и семьей ООН в том, как должно развиваться общество. Мы сейчас говорим об экологии, мы говорим о социальных аспектах, мы говорим о мире, мы говорим о партнерстве. И вот это новое понимание человечества, что мы переходим к экономике знаний. Кыргызстан первый в мире, я бы сказал, принял закон о креативных индустриях, и мы будем это направление дальше продвигать. UNDP works for human development to help expand people's choices for a fair and sustainable future. While Kyrgyzstan has made important progress over the past 30 years, it's also clear that the complexities are growing today. Many people have access to more physical assets, for example, but life is also challenging today in new ways. And as we look to the future, UNDP sees a few areas where we can do more together. The first challenge is, of course, to help Kyrgyzstan build the world that Agenda 2030 envisioned, with planet and people in balance, bringing the Sustainable Development Goals back within reach. And we will do this by continuing to support the country's inclusive, green and digital transitions. We will continue to expand tools and capacities for people and institutions to be prepared for what comes next. People and the government turn to UNDP for innovation and solutions at scale. Together with the UN system, working closely with all our national partners, we will continue to deliver on this promise. At this crucial moment for people and planet, UNDP, the UN family and our many partners will continue to be on hand to support the advancement of the Sustainable Development Goals across Kyrgyzstan towards a greener, a more inclusive and a more sustainable future for all. Thank you.